В районной администрации состоялось заседание Координационного совета по малому и среднему предпринимательству. Среди участников представители администрации, сотрудники отдела экономического развития и потребительского рынка, сосногорские бизнесмены, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Повестка включала 3 вопроса. Начали с доклада о результатах реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за прошлый год. В соответствии с единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов МСП на территории муниципального района Сосногорск на 10 января 2021 года составляет 894 единицы. В рамках муниципальной программы развития экономики на реализацию мероприятий по финансовой поддержке было выделено средств в размере 1 867 000 рублей. Начальник отдела надзорной деятельности Владимир Качанов рассказал об изменениях в правилах противопожарного режима на объектах. С этого года поменялся порядок их разделения по категориям риска. Чем выше категория, тем чаще объект будет навещать инспектор с проверкой. И теперь каждый объект, и мы сейчас можем проверить на, допустим, на ЦРБ, да, там много зданий. К примеру, морг может оказаться вообще в низкой категории риска и вообще не планироваться и не проводиться там проверки, а стационар остаться в чрезвычайно высоком риске и проводиться проверки будут и планироваться ежегодно. Штрафы за нарушения увеличились в связи с частым их выявлением и тяжелыми последствиями такой халатности. В завершении заседания руководитель отдела экономического развития Ольга Савенкова рассказала о заявке от частного медицинского центра по программе народного бюджета. К нам от предпринимателей поступила одна заявка по направлению малое и среднее предпринимательство. Она звучит как приобретение радиоволнового хирургического аппарата для удаления доброкачественных образований. Аппарат применяется в лечебных и косметологических целях. Присутствующие бизнесмены единогласно поддержали проект. Однако мнения о покупке медоборудования на средства народного бюджета разделились. Внимание предпринимателей обратили на то, что и они могут подать заявку по этой программе и получить финансирование на нужды своего бизнеса. Собравшиеся поинтересовались, какую поддержку получат из районного бюджета. Районная поддержка в получении субсидий по возмещению части кредитов и лизингов на покупаемую технику, так как я занимаюсь транспортным бизнесом в основном. В этом году в бюджете Сосногорского района заложено более 1,5 миллиона рублей на реализацию муниципальной программы развития экономики. Этими средствами, в том числе, бизнесменам компенсируют часть затрат на уплату кредитов, а также до 50% затрат на приобретение оборудования и предоставление услуг. По итогам заседания заслушанная информация была принята к сведению. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Нижнеудовский ансамбль эстрадного танца «Экзорсис» претендует на очередное почетное звание. Стоит отметить, что уже более 20 лет он является образцовым. Однако в этом году изменились стандарты, которые предъявляются к коллективам Республики Коми. Пришло новое положение, в ходе которого мы имеем некоторый нюанс. Сейчас звание народный и образцовый будут идти с аббревиатурой «Республика Коми» – РК. Требования выше. И вот мы уже год занимаемся тем, что просматриваем коллективы, где-то в видео, где-то так вот, как сегодня, в натуральную величину. И жюри большое. Я просматриваю концерт сам, а все остальные члены жюри будут смотреть его в видео. И каждый будет, конечно, давать рецензию на то, можно мы дать звание образцовой Республики Коми или нет. Все шансы получить почетное звание есть, ведь «Экзорсис» хорошо известен не только в Сосногорском районе, но и за его пределами. Ансамбль является постоянным участником республиканских мероприятий, а также российских и международных конкурсов. В 2008 году за профессиональные достижения коллектив был включен в ежегодную общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети. Будущее России». В районе мы, я так думаю, что первые, так скажем, посягнули на это пробное мероприятие, потому что вот сказали требования другие. Вот мы решили попробовать. Стаж у коллектива большой. С 1999 года у нас было звание образцовый коллектив. Но так как сейчас положение меняется, нам хотелось попробовать свои силы.
На сегодняшний день в коллективе занимаются более 100 юных жителей поселка в возрасте от 5 до 18 лет. Для некоторых из них годы, проведенные в экзерсисе, становятся заделом на дальнейшую жизнь. Пришла в 5 лет, мама отдала меня, когда я была в садике. То есть 13 лет я занимаюсь в коллективе «Экзерсис». Я думаю, что «Экзерсис» дал мне личностный рост. То есть мы все вместе тут росли с девочками, с маленькими, мы их учили, мы даем им тоже опыт. Лариса Николаевна передает нам все, что имеет сама. То есть мы уже здесь как одна большая семья, и я думаю, что в будущей жизни мне понадобится все это, потому что я хочу связать профессию с творчеством. То есть «Экзерсис» – это просто сердечко, любовь. Более 100 участников, видеостена и разнообразие танцев, от народных до спортивных. Все это сделало отчетное выступление «Экзерсиса» по-настоящему ярким. Ведь главная задача – это не только подтвердить статус, но и подарить зрителям праздник здесь и сейчас. Он постоянно растущий в репертуаре, в количестве учеников, и возрастной диапазон очень приятный. Есть совсем малыши и есть взрослые люди, которым уже по 17-18 лет. И мне очень отрадно, что выпускники постоянно приезжают, пытаются сами что-то ставить. Это замечательно. Это значит, есть результат. Репертуар большой, разный. Есть номера, которые просто очень достойные. Получит «Экзерсис» звание или нет, определит жюри в ближайшее время. Впрочем, отчетный концерт доказал, что зрительская любовь и поддержка у коллектива уже есть. Из поселка Нижний Одес Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшие выходные в Сосногорске провели сразу два спортивных события, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одно из них – турнир по шахматам. Он прошел в 13 туров по швейцарской системе. От тура к туру, значит, в швейцарской системе выигравшие играют с выигравшими. По мере движения туров соперники, как правило, все более и более становятся, значит, наиболее серьезными, так скажем. Слабые со слабыми, сильные с сильными. И так идет до конца. Участниками стали 14 сосногорцев. Большинство из них традиционно мужчины. Однако в этот раз компанию разбавили дамы. Любовь Петровна уже несколько лет победительница первенства республики по шахматам. Собирается обучать 3-летнего внука, ведь сама познакомилась с этой игрой еще в детстве. Просто смотрела, как папа с дядей играли, и сидела вот так возле них и смотрела. Папа отправлял на улицу гулять, а я говорю, нет, я посижу, посмотрю. Ну, короче, потом он показал основные там ходы такие. И все, и научилась играть. Организаторы турнира сожалеют, что среди участников мало школьников. Чтобы привлечь молодежь, нужно развивать интеллектуальный спорт в Сосногорске, считают они. Сергей Чебаевский освоил игру в 15 лет в шахматной секции. В соревнованиях участвует постоянно. Одно из главных достижений – 2-е место на чемпионате Северо-Запада. Шахматы все дают, развивают логику, все. В жизни помогает. Сейчас много ресурсов в компьютере. Пожалуйста, развивай, что хочешь. И дебют, и игру сам можешь играть с компьютером, можешь с другими игроками онлайн. 3 победителей турнира получили грамоты отдела физкультуры и спорта районной администрации. В тот же день состоялось открытое первенство спортивной школы Сосногорска по дзюдо среди детей от 7 до 12 лет. Эти соревнования у нас являются закрытием сезона спортивного. Мы смотрим с малышами, чему мы с ними научились за целый год. Родители смотрят, чему научились ребята. Те, кто пришел первый год, для них это первые соревнования, и для них это очень важно. В соревнованиях участвовали юные дзюдоисты из Сосногорска, Ухты и Емвы. Поединки проходили по 3 возрастным категориям, а также по весовым, в каждой от 2 до 5 человек. Среди судей – тренеры, директор спортивной школы, а также ее выпускники и старшие ученики. Артем занимается дзюдо больше 10 лет. Он уверен, такой спорт воспитывает в детях лучшие качества. Дзюдо переводится как мягкий путь, по-моему. Характер формирует уважение к другому человеку, поскольку все-таки вид единоборств восточный. У них в культуре было первое, что это уважение.
Поединки судили по стандартной международной системе. Оценки за броски, удержание, замечания за неправильные действия. Юных спортсменов поддерживали родители. Чаще всего именно они выбирают секции для ребенка. А детям нравится, что занятия проходят активно. Что там разные броски делают, бегают, подтягиваются, отжимаются. Победителей первенства наградили медалями и грамотами. Впереди у спортсменов летние каникулы, тренировки возобновятся осенью. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.